Новое видео на канале Адама Зубайраева представляет собой интересный подкаст с участием Нурлуалиева. Длительностью 1,5 часа подкаст уже привлек более 30 тысяч зрителей на момент его создания. В ходе беседы Нурлу обсуждает путаницу между ним и Хабибом, выражает свои мысли о поп-ММА, делится впечатлениями о перспективах бойца Карима Мадрахимова и рассказывает о своих размышлениях о завершении карьеры, друзья. Нурло про сравнение с Хабибом. Мне все говорят, типа, стиль похож. Ну, я не знаю, с детства так дерусь. Мне, конечно, приятно будет, когда меня путают с Хабибом, но у всех разная история. Я должен сделать так, чтобы уже узнавали меня не как Хабиба, а как Нурло. Как Нурло относится к поп-ММА про Фазлиддина Карима Мадрахимова? Наш таджик дрался в хардкоре. Карим, его бой смотрел, его посмотрел. Карим очень хороший перспективный боец, думаю. Последнее его интервью смотрел тоже, где он говорил не особо о таком своем желании драться в UFC. Он говорил, что в основном бизнес хочет немного раскачать. Нурло про мысли о завершении карьеры. Был момент, когда пояс выиграл Иглс. В тот момент была битва на Волге, Гран-при. Я еду с Саратова, помню, с братьями едем. Говорю, все, короче, я не буду больше драться. И приехали в Таджикистан, в Душанбе. Потом уже месяц-полтора вообще не тренировался. Начал бизнес туда-сюда делать. Тоже не получилось. И опять в зал пошел. Не получилось у меня бизнеса. Травма Нурло. Вот что он рассказывает. 23 года самый пик. Сначала сложно было. Знаете, как они меня обманули? Сказали, что там 2 дырки сделаем лазером, туда-сюда. Ты за 4-5 месяцев вернешься. Оказывается, доктор обманул меня. Мне сделали операцию, и через 2 дня позвали в госпиталь. И я увидел свою ногу, просто испугался сам. И они мне начали объяснять, что это уже серьезная травма была, это невозможно было, да, типа не оперировать. Просто моя нога вот так игралась. Говорит, что покачивалась туда-сюда. Сказали 7-8 месяцев, и ты вернешься. И эта нога будет еще даже лучше, сильнее, чем твоя правая нога. Ну что поделать, значит, так суждено было. Я летом, думаю, в июле-августе подерусь уже. Нурло рассказал про жизнь и тренировки в Америке. Если честно, очень бомбово. Да, короче, когда первый раз был у меня бой в контендере, я вот эта вся суета, камера, фотосессии, туда-сюда. И когда я в клетке был, я по-настоящему почувствовал себя бойцом. В тот момент я стою, и столько камер, столько внимания, как они относятся к тебе очень серьезно. Я стою в клетке и говорю себе, да, вот я теперь боец. В Америке очень серьезные тренировки, тоже очень прям хорошие тренера. Ну, всегда везде от тебя самого зависит, как ты будешь относиться к этому всему. Кемп один провести в Америке дорого. Есть люди, которые очень экономят на этом. Я никогда не жалел денег. Все, что вот нужно для кемпа, чтобы я подготовился на 100%, я все это делаю. Планы и цели на 2024 год. Ответ Нурло. Идеальный 2024 год. Планы. Хочу ногу вылечить и хотя бы 2 боя провести в этом году. Иншаллах. А дальше посмотрим. Подведем итог, ребята. Нурло деликатно описал сложности и радости тренировок. Также впечатлениями поделился от участия в UFC. Он детально описывает свои надежды на будущее, планы на 2024 год, лечение травмы ноги и также